такие жесткие отношения по территориальному вопросу. Сейчас же в Ингушетии проходит суд над людьми очень смелыми и такими граждански ответственными, которые как раз выступают, в том числе и по этому вопросу. Но в Чечне их считают политическими заключенными. Совершенно верно. Вот. Не в Чечне, в Ингушетии их считают политическими заключенными. Да. А в Чечне их считают врагами народа. Да. Но вообще само по себе заявление Кадырова о том, что он может отнять силы, конечно, физически он может отнять силы. Физически вообще много кто что может. Но для того существует закон. Это, конечно, вызов не столько ингушам, сколько Путину. Путин глава страны, и у него один из руководителей субъекта говорит, что может отнять территорию другого субъекта. Ничего, так нормально, силой. Пока что реакции никакой нет. Ну, я напоминаю, что последним триггером вот этой конфликтной ситуации, новой вспышки, была история со строительством дороги на границе, где, значит, чеченцы перегородили или изменили русло реки, прикрыв это как бы необходимостью туда там подвоза строительной техники и так далее. В общем, короче говоря, клочок земли к своей территории прирезали. Поменяли еще русло речки, в которой идет граница. Значит, русло меняли для проведения строительных работ при там каких-то дорожных. Ингуши возмутились, значит, у них массовые выступления местных граждан, и, соответственно, чеченцы обратно все перекопали. Два очень сильно пострадавших народа. Да. Оба были высланы в 1944 году в казахские степи. Два народа с трагической и героической биографией. И вот территориальный спор. А почему федеральный центр никаким образом это не комментирует? Федеральный центр вообще неохотно комментирует реплики Кадырова, потому что Кадыров на особом положении, как мы знаем. На особом. Никто, ни один больше лидер субъекта не пользуется такими правами, как Кадыров, реальными правами. И денежными, материальными, и политическими. Потому что он несменяем реально. Ну, понятно, что чеченская как бы лояльность и спокойствие, плюс, видимо, некоторые услуги в исламском мире, они покупаются. В исламском мире плюс у него под рукой, под его флагом военная сила, которая формально федеральная, фактически, чисто кадыровская. Она может быть использована за Кремль, а может быть использована против Кремля. Это фактор очень серьезный.